На небольшой территории горной Ингушетии, среди обилия горного рельефа, расположено сотни средневековых боевых и жилых башен. Как уцелевшие, так и полуразрушенные памятники архитектуры в данной местности восхищают своей красотой, необычайностью и непостижимостью. Предки ингушей строили фамильные башни, порой на крутых склонах гор и других труднодоступных местах, не только в целях обороны, выполняя функцию отражения от нападений врагов, но и прежде всего для проживания в них семей. Принято считать, что уникальные башни боевого типа строились исключительно в горной части Ингушетии. Однако башенные сооружения ингушей располагались также и на равнине. О некоторых из них можно найти сведения в исторических источниках. Но, к сожалению, ни одна из башен в плоскостной части Ингушетии не сохранилась до наших дней. Далее будет приведена информация об ингушских башнях, которые располагались на равнине. Селение Заур-Юрт, или же Заурово, располагалось рядом с правым берегом реки Терек. Неподалеку от этого села, в 1784 году была заложена крепость Владикавказ. Село Заур-Юрт в 1807 году посетил немецкий востоковед и путешественник Юлиус фон Клапраут. В своей книге «Описание поездок по Кавказу и Грузии» в 1807 и 1808 годах Клапраут упоминает о башне в селе Заур-Юрт. 24 декабря мы продолжили наш путь вдоль правого берега Терека. Мы покинули Владикавказ со значительно меньшим эскортом, чем тот, что нас туда доставил. На этот раз будучи сопровождены разве что 30 казаками и 12 егерями. Преодолев 4 версты, мы увидели слева от нас ингушское село Саука, ныне именуемое русскими Саурово. Оно расположено на крутом берегу Терека, в каких-то 2 верстах от первой цепи Кавказских гор. Ни одна часть села не видна из долины, исключая довольно высокую конусообразную башню, построенную из очень белого, известнякового камня. Я поскакал на возвышенность, дабы ближе рассмотреть ее. У нее не было внизу дверного проема, лишь широкое продолговатое отверстие находилось на высоте приблизительно 12 футов, куда нельзя было подняться без лестницы. Описывая башню в Заур-Юрте, исследователь упомянул тот момент, что вход в башню доступен не на первом этаже, а на высоте 12 футов от земли, то есть на уровне 2-го этажа. Здесь соблюдена традиция постройки сооружения с предусмотрительным расположением входа в башню именно на 2-м этаже, чтобы враги не смогли атаковать башню тараном. Наличие башен в плоскостной части Ингушетии зафиксировано и на территории современного пригородного района в Тарской долине. В местности, где располагается селение Ангушт, ныне это село Таарское. Царская власть в середине XIX века изгнала ингушское население села Ангушт и еще некоторых сел со своих домов и земель, и заселила туда казаков, образовав цепь казачьих станиц. В труде под названием «Известия Кавказского отдела Императорского русского географического общества», том 2 1894 года, сказано, что множество башен в Тарской долине свидетельствуют о бывших обитателях этих земель. Снабженные капитаном Лоханиным проводником и казачьими лошадьми, мы в полдень направились к югу через ущелье реки Камбелеевки, на Тарскую станицу. Это военное поселение в 1500 душ заняло обширную котловину, орошенную бесчисленными притоками реки Камбелеевки. До покорения края эта лесная трущоба занята была ингушами, выселенными оттуда. Множество каменных башен, разбросанных по всей долине, до сих пор свидетельствуют о прежних обитателях этой местности. Башня Авлуура в Назране, которая была разрушена в 1869 году по приказу начальника Терской области. В 1810 году на нынешней территории Назрановского района было основано селение Авлург-Юрт, ныне это село Гамурзиево, по имени основателя, Авлурга Сурхаовича Мальсагова.
Авлург построил каменную башню с пирамидальной кровлей на северо-восточной окраине современного Гамурзиевского муниципального округа Назрани, названную в народе Авлург-Гала, башня Авлурга. В 1869 году, 25 августа, ко дню десятилетия пленения имама Шамиля и окончания войны на северо-восточном Кавказе, по приказу начальника Терской области башня Авлура была разрушена. В настоящее время от башни остались лишь камни, положенные некогда в ее основание. Развалины башни Авлура, а сегодня лишь камни, лежавшие в ее основании, это историческое место Назрани. Башня Авлура была не просто значительным сооружением из камня, а убедительным материальным документом прошлого. В свое время историк, исследователь Леонид Семенов в 1925 году, в период проведения археолого-этнографических изысканий в Ингушетии, сделал фото развалин башни Авлура. Отмечается, что это была единственная каменная башня, возведенная ингушскими переселенцами в Назрановском урочище на новых равнинных землях. Таким образом, на основании вышеизложенного можно прийти к выводу, что в постройке башен при освоении плоскостных земель, ингуши применяли накопленный опыт возведения боевых и жилых сооружений в условиях горного ландшафта, который веками использовался их предками.